Я хотел бы просто, наводящие вопросы вам задать, чтобы вдруг я что-то не понял, чтобы вы мне и моим коллегам, нашим коллегам разъяснили. Вот есть такое понятие, в данном случае, градации. Вот что такое понятие, значит, отдаем что-то в собственность, отдаем что-то в пользование. Правильно же? Я так понимаю. В данном случае государственно-частное партнерство. А что мы отдаем в пользование или как мы входим в этот проект, как абхазская сторона? Что мы предлагаем? Что под определение государственно-частного партнерства подходит? И что мы вообще собираемся отдавать, в смысле, частным министерствам вообще отдаем? Это первый вопрос. И с другой стороны, а если мы государственно-частное партнерство применяем и входим, я так понимаю, основными средствами, которые там есть, да? Что туда в эти основные средства войдут? И потом, это для чего делается, чтобы извлекать прибыль и делить там в зависимости от, то есть на весы ставишь, кто больше там, как говорится, в финансовом плане ввез, кто-то основными средствами вошли, что потом, извлекая прибыль, делить его, соответственно, с сносами, да, там, да. У нас по бумагам это 25 лет, никаких, значит, налогов и этих мы ничего не будем там видеть. Вообще о чем речь идет? Вот это можете хотя бы разъяснить, а потом я уже в целом свое видение этого по этому соглашению выскажусь. Именно как вопрос, просто чтобы вы разъяснили нам. Дело в том, что сегодня здесь присутствует министр экономики, соответственно, вся команда, которая занималась вопросами, Алхаз Валикович занимался непосредственно вопросом, связанным с ратификацией соглашения, но по исполнению должно быть соглашение о государственно-частном партнерстве, детали известны приглашенным. Пожалуйста, Кристина Константиновна. Цель подписанного межправительственного соглашения, как только что сказал Алхаз Валикович, это реализация инвестиционного проекта. Инвестиционный проект предусматривает финансирование российским юридическим лицом непосредственно этого инвестиционного проекта. В данном случае речь идет о финансировании строительных работ, связанных с реконструкцией, капитальным ремонтом и строительством отдельных объектов, а также его последующей эксплуатацией. Учитывая достаточно серьезный объем работ, который предстоит провести, соответственно, существенный объем инвестиций, который планируется вложить в этот проект, Алхаз Валикович об этом уже говорил. Что предусматривает в данном случае структура этого инвестиционного проекта и как государство выглядит в его реализации. Первое – это то, что, учитывая статус данного объекта как объекта стратегического значения и назначения, соответственно, часть объекта сохраняется собой статус государственной собственности. Что имеется в виду? Аэродром, значит, соответственно, плоскостное сооружение и все, что касается аэродромной инфраструктуры, абсолютно сохраняет собой статус объектов государственной собственности. Речь в данном случае идет о том, что инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры, исключительно за свой счет, при этом вся эта инфраструктура остается в государственной собственности. Также остается в государственной собственности объект историко-культурного наследия аэровокзальный комплекс. Соответственно, в пользование будет передаваться этот комплекс и, соответственно, право пользования землей. Часть комплекса в данном случае это аэропортовая инфраструктура, то есть аэровокзальный комплекс, который был построен позже, чем объект историко-культурного наследия, и вся инфраструктура, которая обеспечивает непосредственно работу аэропортовой инфраструктуры, она передается в частную собственность. Порядок передачи этих объектов в пользование, аренду и, соответственно, в частную собственность будет регулироваться соглашением о государственно-частном партнерстве, которое будет предусматривать конкретный перечень с конкретными данными об объектах, о которых идет речь, исключительно в рамках норм и положений данного межправительственного соглашения.
Что касается предоставления особого инвестиционного режима, который включает в себя первое, это гарантии инвестору о гарантии, соответственно, собственности на объекты инвестиций, а также сохранение условий инвестиционного режима, чтобы он не менялся в рамках реализации проекта, это часть гарантий, которую мы предоставляем. Также это особый налоговый режим. Ввиду достаточно существенной затратной части в реализации проекта, мы предоставляем ему достаточно широкий перечень льгот по налогам и иным платежам. Соответственно, этот подход является обоснованным с точки зрения емкости данного инвестиционного проекта. Абхазская сторона, соответственно, предусматривая, значит, что будет подписано соглашение ГЧП о государственно-частном партнерстве, также должна провести ряд организационных мероприятий, в том числе нормативно-правового характера, для того, чтобы проект был реализован. Помимо проведения работ по его реконструкции, необходимо обеспечить нормативно-правовое регулирование данного вопроса в рамках внутреннего законодательства Республики Абхазия, а также международного. Нам предстоит, значит, внести изменения в Воздушный кодекс Республики Абхазия, значит, сформировать порядок возмещения налога на добавленную стоимость в рамках инструкции Министерства финансов Республики Абхазия. Нам предстоит подписать с Российской Федерацией соглашение об организации воздушного пространства и ряд других вопросов, которые должны обеспечить реализацию данного проекта. Поэтому речь идет о том, что мы должны обеспечить, значит, сотрудничество в этом направлении с учетом вовлечения в этот процесс правительства Российской Федерации и правительства Республики Абхазия. Именно с этой целью был предложен такой формат реализации проекта, как межправсоглашение и вытекающее из его условий соглашение о государственно-частном партнерстве. Также я бы хотела дополнить, чтобы предвосхищая, что такие вопросы будут, я благодарю Алхаз Валикович, что вы детально ознакомили депутатов с тем процессом, над которым мы сейчас работаем. Но это достаточно емкий процесс в организационном плане, поэтому мы уже приступили к ряду мероприятий, в том числе на данный момент уже сформирована рабочая группа, значит, по подготовке соглашения о государственно-частном партнерстве. В состав группы включены практически все профильные министерства и ведомства, а также Министерство обороны и Служба государственной безопасности, потому что объект сохраняет за собой статус объекта двойного назначения. Кроме того, мы приступили к оценке имущественного комплекса, соответственно, вытекающей из этого обязательного мероприятия, как инвентаризация, срок завершения которой мы ожидаем в ближайшие 2 недели. Также мы уже ведем соответствующую работу по разработке, значит, проекта соглашения об организации воздушного пространства. Процесс, в принципе, уже запущен и находится на стадии активных консультаций. Также мы сейчас уже практически на завершающей стадии формирования порядка определения российского юрлица, который будет реализовывать данный проект. Предусматривается, что будет создана двусторонняя комиссия на площадке, соответственно, Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства экономики Республики Абхазия, в которую войдут представители, значит, 2 сторон с равноправным количеством участников. Комиссия будет рассматривать заявки, поступающие, значит, в ее адрес в отношении реализации этого инвестиционного проекта. Значит, определены ключевые требования к предоставлению такой информации. Основными критериями отбора, безусловно, будут технико-экономические показатели, сроки реализации проекта, гарантии инвестора и объем инвестиций. Также тут надо дополнить, что комиссия в данном случае осуществляет только отбор, а подписываться, то есть приниматься решение будет, соответственно, на уровне решения сопредседателя межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Также в рамках утверждения порядка определения российского юрлица определены основные подходы к формированию соглашения ГЧП.
И здесь дополнительно мы включаем следующие требования. Значит, это инвестор своими силами за свой счет обеспечивает подготовку проектной документации в отношении объектов. Инвестор в границах, переданных на основании договоров аренды земельных участков, своими силами за свой счет обеспечивает осуществление мероприятий, необходимых для подключения технологического присоединения объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления и иными характеристиками. Также инвестор обязан обеспечить эксплуатационное содержание предоставленных в пользование или собственность объектов, значит, комплекса. Инвестор также несет ответственность за выявленные недостатки итоговых объектов аэродрома в течение 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ. Соответственно, в данной ситуации, мне кажется, я ответила на ваш вопрос. Значит, условия по государственно-частному партнерству при уже последующих встречах и подготовке этого документа там будут обговариваться? При формировании, то есть по составлению соглашения по государственно-частному партнерству. Соглашение о государственно-частном партнерстве – это развернутый документ о том, что будет реализовываться в рамках этого инвестиционного проекта с обязательными требованиями. Нет, мне не это вопрос. Туда что будет входить как значит, государственная собственность и как... Разграничение. То есть мы можем вообще не давать ничего в частной собственности или наоборот можем дать, то есть это в рамках этого соглашения будет решаться или как? Не, ну просто я хочу, понять хочу. В данном случае данные разграничения. Это то, что касается объектов аэродрома и аэродромной инфраструктуры, сохраняющейся... С этим понятно, Все остальное я имею в виду. Все остальное, мы же сказали, аэропорт и аэропортовая инфраструктура будут передаваться в частную собственность для того, чтобы они, соответственно, проводили все необходимые... Тогда для чего тогда государственно-частное партнерство создавать, если мы и так это отдаем, это мы и так не отдаем? На объекте сохраняется государственная собственность. Так мы... Аэродром и аэродромная инфраструктура. Понятно, ладно, хорошо. Тогда другой вопрос. Вы присутствовали, когда значит, наши коллеги с вами встречались. Я, насколько понимаю, вы тоже были. Когда представляли свое видение по изменению соглашения, еще не подписанного, правильно? Да. Я сейчас все не буду говорить, все не буду, как говорится, зачитывать. Вот я, на мой взгляд, очень были бы интересны, если бы это отразилось бы в этом соглашении. Скажем, 4-й пункт предусмотреть в проекте соглашения запрет на передачу и оформление российским юридическим лицом в залог права аренды на объект инвестиций. Вы не отреагировали. Но 9-й вопрос. Дополнить проект соглашения обязанности абхазской стороны предоставлять утверждение Народного собрания парламента Республики Абхазия мастер-план соглашения о ГЧП, правильно? Ну, в принципе, вы здесь, в общем, так ответили, да. Дополнить права абхазской стороны возможности требовать с российского юридического лица возмещения упущенной выгоды в результате неисполнения российским юридическим лицом обязанностей в соответствии с соглашением и соглашением ГЧП. Дальше. Дополнить статью 14 проекта соглашения условием, что протоколы, которым оформлены вносимые в соглашение изменения, дополнение проходит процедуру ратификации парламента Республики Абхазия. Я думаю, что это... Я не понял. Ну, я в этом соглашении, честно говоря, не видел. Может, у меня другая редакция, но я это не видел. Теперь, теперь смотрите, другой вопрос. Вот мы сейчас говорим об инвесторе. Инвестор, он предполагает, что он не свои личные деньги вкладывает, он кредитуется. Правильно? Я так понимаю, да, Константиновна? Значит, на весь комплекс вопросов... Нет, сейчас он же я сейчас объясню, почему я вопрос задал. Вот я в этом соглашении не увидел, скажем, вот такую норму, что инвестор не имеет права кредитоваться в тех банках, которые, скажем, находятся в недружественных странах по отношению к Абхазии. Да? То есть в этом вопросе я допускаю, что, скажем, инвестор, если этой нормы здесь нету, не прописано, то есть если нету запрета, значит он фактически может
значит, Bank of Georgia, взять, значит, кредит, вложить сюда, ему никто не запрещает, потом применить, значит, как процедуру банкротства, и наш аэропорт будет принадлежать Bank of Georgia. Правильно же? Нормально? Это же невозможно. Что касается вопросов залога, Кан Валерьевич, это не новшество в данном случае в этом межправсоглашении. Это норма, определенная гражданским правом Республики Абхазия. Вы можете ознакомиться с ними, если упустили это из виду. Это первый вопрос. Кан Валерьевич, вопрос залога – это не новшество в этом межправсоглашении. Вопросы залога у нас отрегулированы гражданским правом. Поэтому в данном случае мы ничего нового в межправсоглашение того, чего законодательством республики не предусмотрено, не включили. Это первое. При этом все это соответствует нормам Конституции в отношении вопросов земли. Теперь второй вопрос относительно внесения изменений в межправсоглашение. Но нормы законодательства, регулирующие международные отношения, в данном случае международные договоры, требуют обязательной ратификации любых протоколов, которые будут вносить в такое межправительственное соглашение изменения. И в данном случае такая же процедура будет предусматриваться и здесь. А теперь, что касается возможности привлечения денег. В данном случае мы не можем ограничивать инвестора только тем, что он условно исключает возможность привлечения кредитных денег, но при этом мы себя обезопасили следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас отрабатываем, о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке. Поэтому в данном случае мы ограничены. Он обязан с нами согласовать соглашение предварительно. И третье, мы в порядок отбора или порядок определения российского юрлица уже включаем гарантию, а значит подтверждение соответствующей финансовой либо кредитной организации, которая готова будет софинансировать данный проект. Поэтому я исключаю тот вопрос, о котором вы говорили, о том, что там кто-то из Made in Georgia может появиться. Кан Валерьевич, если позволите, вот то, о чем сейчас идет речь, статья 14 данного соглашения, она и гласит, что в настоящее соглашение могут быть внесены изменения, а как раз вот тот факт, о котором вы говорите, это тоже есть изменение соглашения, когда будет меняться то лицо, которое сегодня будет действовать по этому соглашению, на третье лицо, либо это будет залог и тому подобное, если появится банк, который может перехватить, так скажем, да, права пользования данным соглашением. В любом случае эти изменения будут протоколом оформляться, который также у нас в парламенте будет проходить. Мы его не можем пропустить по-другому. Правильно же я приглашен даже? Если это будет изменение протокола, то должно быть в парламенте. В любом случае, да. Что касается самого соглашения, что касается КЧП, оно не будет. Это будет между правительством и юридическими. Значит, проект соглашения, я постараюсь эти риски сейчас снять. Проект соглашения ГЧП, согласно установленного порядка, должен пройти процедуру в правительстве, и текст проекта соглашения ГЧП должен быть утвержден. Более того, мы приглашаем и просим депутатов парламента принять самое активное участие в его разработке. Потому что мы нас просили принять, мы сделали 15 вопросов, вы ничего не Кан Валерьевич, не могу согласиться, потому что часть вопросов, она безусловно находит отражение в том же соглашении ГЧП, и чтобы в этом убедиться, можно просто принять участие в этом процессе. Некоторые вопросы были отражены в этом соглашении. Совершенно верно. Кроме эмоционального понимания, что аэропорт нам необходим, я об этом вообще сам, как говорится, убежден. Но есть же еще какие-то вещи, которые нас всех беспокоят. Вот вы, кроме того, что там эмоциональная сторона, что да, аэропорт нам очень нужен. Да, кто не хочет отсюда выехать, запланировано встать в Абушерах, поставить свою машину, улететь. Это, наверное, только сумасшедший не хочет этого, чтобы было. Другой вопрос. Вот какая экономическая нам составляющая, вот, нам вот бюджет, вот планируемые поступления, ну здесь вот, понимаете, вот статья 6,
написано, 13 пункт, предоставлять российскому юридическому лицу, освободить от уплаты воззимых таможенных пошлин, строительных материалов, я не знаю, на этапе строительства, авиационного топлива, оборудования, я не знаю, горюче-смазочных материалов, освобождение от уплаты на имущество, даже на имущество вы хотите их убрать, значит, как его уплату, я не знаю, все, я так понимаю, что только подоходный налог, хотя бы на землю налог будут платить они, да? Скажите же, пожалуйста, на 25 лет планируемая выгода именно поступления, финансового поступления, вы же, наверное, просчеты же сделали, сколько на 25 лет мы получим, как говорится, в виде, значит, налога на землю и хотя бы вот это, как его, подоходный налог. Просто мне интересно, какие цифры. Иван Валерьевич, как вы думаете, такой объект, как аэропорт, в случае, если он был высокорентабельный, он 30 лет стоял бы без денег? Много детальных вопросов, которые у нас была возможность обсудить на комитетских и на предварительных встречах. Сейчас делать финансовые расчеты, обсчитывать это все и так далее. Мы понимаем, что это не самый рентабельный проект для инвесторов, поэтому фактически он отчасти социальный. Дальше что он будет приносить? Наверное, инвестор видит перспективу и Абхазии в том числе и с точки зрения большего количества туристов на территории Абхазии. Наверное, в этом и с этим это связано. И мы входим в это положение, да, по льготным периодам именно из-за этого, потому что 30 лет наш аэропорт закрыт, и с ним ничего не произошло. И в очереди инвестора не стоят на это, к великому сожалению. Нам тоже может не нравиться что-то из условий, которые указаны в этом соглашении. Мы хотели бы, чтобы оно было идеальным, но мы должны полагаться на правительство, которое этим занимается. Если мы им совсем не доверяем, ну давайте скажем, что мы вам не доверяем. Да, об этом идем речь. Если они сегодня работают, то мы должны им довериться. Спасибо. Ты хочешь сказать, что ты сегодня возможность имел, хотел вытащить апартаменты? Не имел. А, Стамбул, Баталыч, ты в апартаменты хотел сегодня? Работаем и вытащим. Давай приступаем. Говорите, но не заговаривайтесь, господа. Что аэропорт нам необходим, я в этом вообще сам, как говорится, убежден. Но есть же еще какие-то вещи, которые нас всех беспокоят. Вот вы, кроме того, что там эмоциональная сторона, что да, аэропорт нам очень нужен. Да, кто не хочет отсюда выехать, запланировано встать в Абушерах, поставить свою машину, улететь. Это, наверное, только сумасшедший не хочет этого, чтобы было. Другой вопрос, вот какая экономическая нам составляющая, вот нам, ну, вот бюджет, вот планируемое поступление, ну здесь вот, понимаете, вот статья 6, написано, вот 13 пункт, предоставлять российскому юридическому лицу, освободить от уплаты воззимых таможенных пошлин, строительных материалов, я не знаю, на этапе строительства, авиационного топлива, оборудования, я не знаю, горюче-смазочных материалов, освобождение от уплаты на имущество, даже на имущество вы хотите их убрать, значит, как его уплату, я не знаю, все, я так понимаю, что только подоходный налог, хотя бы на землю налог будут платить они, да? Скажите же, пожалуйста, на 25 лет планируемая выгода именно в поступлении, финансовом поступлении, вы же, наверное, просчеты же сделали, сколько на 25 лет мы получим, как говорится, в виде, значит, налога на землю и хотя бы вот это, как его, подоходный налог. Беслан, я делаться не знаю, аэропорт, я кухня, гина, насачку, сидует, адгел, поляку, Бяхмешаду быстрее, Аллах рабна апшла, сто зяв замет, и джар шозер, это брив кухня, цазер гула зёб, и джар шозер. Бысмешад, вы я бэты, сарабы сейчас растоху, абра свист шейто, абри аэропорт, сараб разгадзому пишалу, ждырбас. Аха, обрих аллавних, аллах авишисту. Ажба рейзиз гадзум, абра, ашаха ханейзу.
Убри халарнена, убри халарни халар, сгылан, аби сара свана горяша дамза, шапша сара, заметоваться сейчас. Убри нагамла, аби ядгыла зиги хдесу, ахвана горапна, лачапша, чакала халот иждылwas. Убри хан, сава хасала шебензу, убри десу ишитаху, вишатаху, вешти айцо, ახანას ჯერაში გახმეხა სარად ჩეზნიგი სხეს მაგას все из того поработала саха. Я не верю в этот проект, понимаете?